Темный. Темный, темный. Юрий Михайлович, добрый день. 20 километров от области Казани, Сергей Михайлович Байкурин, Михаил Капитан, Я сохраняю. Центр работает с гражданами, по защите прав граждан. Наша информация о нашем центре распространяется через средства массовой информации, через наши собрания, через наших агитаторов. В центре создан печатный орган «Домовой совет». Порядка 6,5 тысяч граждан подписываются, это бесплатно раздается газета. Провели более 1200 встреч с нашими жителями города Сыктывкара. Аудитория более 20 тысяч граждан. Вот. Так что здесь центр очень активно работает, помогает людям, за что люди вам очень благодарны. Ясно. Я хотел познакомить вас с нашими сотрудниками, Сергей Михайлович. Давайте. Александра Глазова, наш специалист по обращениям с гражданами. Более 900 граждан обратились за этот период в наш центр. Небольшую информацию Ольга Александровна вам представит. Ну, в основном обращаются люди из города Сыктывкара, порядка 90%. 10% это жители других городов. По телефону консультируем, кто-то приезжает к нам. Вот, вопросы разные. Сейчас очень активно капремонт тема, да, и, в общем-то, ведем, по большому счету, и разъяснительную работу, что и к чему, да, приходят сюда, подписываются поручения, да, вот, для вас. Вот, тема, какие, наверное, еще, то есть обращаются ЖКХ вопросы, тарифы, смена управляющих компаний, содержание, ремонт, куда идут наши деньги, то есть вот эти вопросы. Сергей Михайлович, мы к людям шли в основном с двумя инициативами. В первую очередь создание советов многоквартирных домов, поскольку незначительно их работа, это форма общения с управляющими компаниями, с прокуратурой, с жилинспекцией, с остальными субъектами. Более удобно, более того, она позволяет создать советы многоквартирных домов, по поводу капремонта, да, формировать свои собственные счета. Мы создали около 30 советов здесь. Плюс к этому советы квартирных домов. Да, то есть достаточно хорошая цифра. Плюс к этому мы собирали подписи на капремонт. Более 40 тысяч подписей мы собрали. Мы сегодня вам их предоставим для того, чтобы вы обратились соответствующим образом к председателю правительства. Я хотел вас познакомить с нашими сотрудниками и поговорить о их работе, центра. Да, проходите, пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Да. Наши самые лучшие активисты. Вот благодаря им работа центра действительно стала эффективной. Действительно, центр приносит пользу людям. Я как кандидат по одномандатному округу здесь езжу, и вот постоянно они пока оказывают нам помощь методическую. Есть люди, расскажите о тех проблемах, которые люди обращаются к нам. Это вопрос капремонта. Да, расскажите, пожалуйста. Раз все боятся. Значит, приезжала к нам Ольга Николаевна Епифанова на рабочую встречу. И задала я такой вопрос. Я говорю, очень много обращается граждан, которые, вот мы проводили сбор подписей за приостановку на капремонт и вели параллельно еще разговаривали с населением, необходимо ли вводить льготные проездные билеты. Опросили более 3000 граждан, и все сказали, что да, необходимо, потому что дети не все живут в шаговой доступности от школы. Есть у нас такие далекие районы Дырнос, Коч-Панчит, новый осваивается микрорайон, район, где это сам больничный городок, участок. И приходится очень много тратить денег на проезд детям из семейного бюджета. Понимаете, что сейчас кризисное все-таки время, каждая копейка на счету. Посчитайте, мне что обидно, что взрослый человек оплачивает проезд 20 рублей, и школьник, которому 7-8 лет, садится в автобус, не знаю, как впихнуться в этот автобус, сзади рюкзак, еще держит денежку, как бы не потерять ее, заплатить билет. И бывают такие случаи, что кондуктора высаживают детей. Ну, потерял денежку. Хорошо, у нас такие, люди такие очень добросовестные. Но не хватает монеточки. Она говорит, ну давай деньги, туда выходи. Люди доплачивают за проезд этого ребенка, чтобы его не высаживали. Вот поэтому вот такая тема. Более 3000 человек, которых мы опрашивали о том, что нужна приостановка, проводили опрос о приостановке, собирали подписи и параллельно вели эту работу.
Вот такое, что у меня Спасибо. все-таки такое поручение дали. Передать вам. Спасибо. Спасибо. Я бы хотела озвучить проблему, что у нас есть жилой фонд деревянные дома, двухэтажные, да? Но они постройки так вот приблизительно 60-х, 70-х годов. Они настолько уже сгнили, у некоторых нет просто фундамента. Вот фундамент уже ниже уровня земли ушел. Да? Вот я сама в таком доме живу, возле драмтеатра, кстати, если будете проезжать, посмотрите. И в то же время людям, то есть этот дом, понятно, они аварийными признаны, их ремонтировать, ну, нет смысла, надо сносить полностью, фундамент делать, да. А эти дома, хоть и аварийные, а капремонт на них все равно, считай, людям выставили. То есть, по сути, в некоторых домах, вот на Невельской дивизии, там люди просто не могут жить. Проводили собрания, там, говорят, у нас уже лет 5, вода в А полу с них стоит. собирают на капремонт. А также, да, и получается, что они-то все равно будут платить, да, счета выставлять. А сносить-то эти дома все равно будут. Получается, жители оплачивают снос своих домов в будущем. Причем в планы они стоят, эти дома, с 21 по 37 год. Они сейчас непригодны. Вот, не знаю, женщина хотела прийти на встречу к вам в драмтеатре, конкретно у нее улица Дорожная. Судилась, была многодетная мама. Сейчас у нее уже 2 детей взрослых выросли. Ее сняли в связи с этим с очереди на жилье, с этой вот льготной. Дом как был жуткий, так он продолжает стоять, и то есть решения судов всевозможные есть, а ВОЗ и ныне там и жить, вот не знаю, снимает или что, уже не озвучила. И у нас очень много таких домов. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Спасибо вам за работу. Молодцы. Евгений Михайлович, вот вы находитесь сейчас в Центре защиты прав граждан, успели уже вкратце ознакомиться с его работой. Каковы ваши впечатления и эффективность этого центра? Ну, смотрите, работает с января этого года. За это время 900 человек сюда пришли, обратились с конкретными вопросами, с конкретными проблемами. Большинству из них удалось помочь. Как вы слышали, это и решение для управляющей компании тяжелое, но вынужденное сделать перерасчет, например, по горячему водоснабжению, по общедомовым нуждам. И это как раз сотрудники центра добились. Многим удалось помочь в отстаивании конкретных, скажем, позиций либо советов домов, либо граждан многоквартирных домов с управляющими компаниями. То, что благодаря центру в 30 многоквартирных домах созданы советы домов, вот это очень важная низовая работа, потому что самоорганизация граждан, когда они понимают, что они коллективно могут защитить свои права, и здесь, с одной стороны, задача центра просветительская – научить знать свои права и научить, как их защищать, а вторая задача – это уже практическая, реальная конкретная помощь. Поэтому я оцениваю работу данного Центра защиты прав граждан в городе Сыктывкаре как положительную. Я хочу сказать, что это постоянный проект нашей партии. Это, если хотите, ответ на запрос граждан нашей страны, которые хотят, чтобы вот это трудное время политические партии, политики не с экранов телевизора призывали к чему-то там хорошему, светлому, а конкретно помогали им. И вот это наша позиция, когда мы спустились на землю, можно сказать, с экранов телевизора, пришли к людям для того, чтобы помогать им решать их проблемы, чтобы научить их защищать свои права. Это постоянно действующий проект нашей партии. Если хотите, это наш уникальный ноу-хау. Это новая форма работы с гражданами нашей страны. И я с большим удовольствием хочу сказать, что создание Центров защиты прав граждан по всей стране будет продолжено. И вне зависимости от выборов, дат выборов, результатов выборов, эта работа будет постоянной. Это новая форма работы, работа современной политической партии, нашей оппозиционной парламентской партии, партии «Справедливая Россия», работа с нашими гражданами. И я, работой центра, доволен. Как вы слышали, вы были на встрече с губернатором, там вот задали вопрос, что якобы кто-то в нашем центре призывает людей не платить взносы на капремонт. Я очень удивился, потому что знаю, что этого не может быть. Да, мы категорически противники этих
выплат. Мы собираем подписи и собираем 1 миллион подписей для того, чтобы передать господину Медведеву с требованием заморозить взносы на капремонт на 5 лет, а за это время спокойно разобраться с теми несправедливостями, с которыми люди столкнулись. Это и создание, по сути, по решению правительства, настоящей финансовой пирамиды, потому что людей обманывают, людей заставляют собирать эти взносы в так называемый общий котел регионального оператора. Причем, как мы легко можем понять, техническое состояние домов разное, и, соответственно, стоимость ремонта будет разная, но с людей собирая, в том числе за счет одних будут ремонтировать дома другими, а кому-то вообще не достанется. Я же не говорю про наших пожилых, которые просто не доживут до этого капитального ремонта. Поэтому мы считаем, что нужно на 5 лет заморозить сборы. Сразу хочу ответить, эти деньги не пропадут. Варианта 2. Первый, самый простой, эти деньги, собранные жильцами конкретного дома, передать управляющей компании, чтобы они сделали перерасчет, и люди не платили коммунальные услуги какое-то количество времени в соответствии с той суммой, которая накопилась. Потому что действительно нельзя позволить, чтобы эти деньги пропали. Еще раз, пользуясь возможностью, хочу сказать, как законодатель, к сожалению, сегодня платить за капремонт и взносы надо, потому что это закон, нарушать закон никому не позволено, но наша партия «Справедливая Россия» будет добиваться отмены этого закона и, соответственно, заморозки выплат минимум на 5 лет. Такие центры есть в каждом регионе или На сегодняшний день в 13 субъектах Российской Федерации такие центры созданы. Осенью до Нового года, я думаю, что еще порядка в 10 регионах мы такие центры создадим. В 2016 году и в 2017 году будем продолжать создавать такие центры. Задача, чтобы в каждом регионе как минимум был один такой центр, но с учетом наших размахов, у нас регионы, даже ваша республика Коми, да, наверняка нужен такой центр в Воркуте, наверняка в Ите. Нет пока таких планов? Такие планы будут, только сначала мы, конечно, пойдем по созданию центров все-таки в каждом субъекте федерации, где еще нету, а потом будем уже расширять сети центров в каждом субъекте федерации.